Эти кадры сделаны совсем недавно на берегу Сухумского пляжа в районе Киласура. На них сотрудники МЧС спасают тонущего туриста. По словам спасателей, тревожный звонок поступил на пульт МЧС вечером. Женщина сообщила, что тонет ее муж. К счастью, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям оказались рядом. Однако это счастливый случай. Могло быть и хуже, ведь вода – опасная стихия. Она не прощает ошибок. Мужчина просто не смог плыть, так как, по словам сотрудников ГИМС, он был пьян. Пьянение у него было очень сильное. Он не то что плавать, он ходить кое-как не мог. Он даже выражал недовольствие. И таких случаев немало, когда, расслабившись и забывшись, а иногда даже в шторм, люди заходят в воду, заплывают далеко. Вернуться не всегда удается. Несмотря на все предупреждения МЧС, что купаться в плохую погоду и в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, это правило зачастую игнорируется. Многие просто не реагируют на предупреждения и соответствующие знаки. Как, например, эта женщина, которой мы еще раз напомнили, что купаться здесь нельзя. Туристка ответила, что просто гуляет и собирает ракушки. Однако видно, что в море она уже заходила, несмотря на вот эту табличку. Особенно нельзя купаться в тех местах, где река впадает в море, как, например, на этом берегу в районе Киласура. Здесь произошел не один несчастный случай. У нас, естественно, все горные реки впадают в море. От этого места, где реки впадают в море, 100 метров слева и 100 метров справа купаться запрещено. Потому что там водовороты и вода намного холоднее, чем обычное море. И поэтому в таких местах купаться запрещено. Как нам пояснили, таких опасных мест в Абхазии примерно с десяток. По словам сотрудников ГИМС, условия безопасности на пляжах должны соответствовать 5 пунктам. Осмотр подводной части пляжа, сигнальные мачты, разрешающие либо запрещающие купание, спасатели и выставленные буи, за которые нельзя заплывать. Однако всем этим требованиям пока соответствуют только 4 пляжа. В районе гостиницы «Айтар», 2 киласурских и тамышские. Образцовым считается тамышский пляж. Там все идеально, там есть свой спасатель со спасательной лодкой. У него помимо лодки, если вдруг штормовая погода, у него есть доска, потому что на лодке в шторм не выйти. Все как полагается, по нашему предписанию, все там готово. Водолазы МЧС Абхазии почти ежедневно выполняют работу по осмотру и очистке морского дна на пляжах. Такие работы сейчас проводятся в районе Гагры и Пицунды. Что касается города Гагра, там водолазы выполнили работу, наши водолазы выполняют данную работу, осмотр и очистка дна пляжа. Там, где нельзя купаться, где штыри и так далее, это мы все указываем в схеме, доводим до глав администрации, чтобы они выставляли там знаки, запрещающие купание. Также и в Пицунде, и в поселке Цандрыпш то же самое мы осмотр сделали. Сейчас ждем выставления буев, ограничительных буев они должны выставить. Закуплено, они сказали все, но пока еще не выставили. Также и в нашей столице, в городе Сухуми, подводную часть пляжа осмотрели, очистили, указали там, где нельзя купаться, где опасно. Это все в схемах указано, данный материал все у нас есть. Мы предоставили это все главам администрации, они должны выставить знаки, запрещающие купание. Кроме того, на морском побережье немало пристаней и волнорезов. С некоторых из них любит прыгать детвора, а это не всегда безопасно. Как часто сюда приходите? Через день, через два. Да, так. Мы приходим часто. Да. А кто-то с вами сюда приходит? Друзья? Да, друзья. Родители нет. А вот чтобы просто зайти, не прыгая в море, покупаться, или вы то исключительно вот отсюда прыгать? Только отсюда. Эти вот так называемые волнорезы пристани, в принципе, мы все там осмотрели в одном только месте, где вот как разбитый причал. Там под водой очень много штырей, это все мы довели до главы администрации, там надо выставлять знаки, запрещающие купание и слева, и справа, очень опасно там. Это именно в каком месте, можете? Это вот где солдат стоит, неизвестный солдат, вот практически напротив. Вот там вот разбитый причал, там очень опасно.
Также Тенгиз Сапо рассказал о том, как можно спасти тонущего. Когда человек тонет, подплывать к нему нельзя. Можно навредить ему, не зная правильной техники. Без опаски плавать можно примерно на расстоянии 25-30 метров. Обычно там устанавливаются буи. Дальше начинается зона судоходства. Чтобы вновь обратить внимание туристов и местных жителей на правила и призвать людей соблюдать меры безопасности, сотрудниками МЧС Абхазии был создан ролик, в котором рассказывается о том, как надо вести себя на море и не попасть в беду. Гугут Савардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение.